Девочки, всем доброго времени суток. Ассаламу алейкум. Всех приветствую себя на канале. Ну вот столько баночек вышло у нас джема. Ну это прям литровая банка. Очень он такой сейчас насыщенный, красивый, в зернышках. Знаете, красиво так смотрится. Джем. Красота. Вкусно. Аромат у него такой. Но знаете, когда вы будете делать, можете добавить капелюшку лимонной кислоты, чтобы не так было приторно, да? Как мы делали его. Прокрутили через блендер, добавили сахар и чуть-чуть он прокипел. Недолго, но минут 5, чуть больше. И вот так вот. Вот такая вот красота в итоге вышла. Клубничный джем. Висхан только сходил на базар. Купил мясо. У меня завтра гости будут. Хадижа должны с мамой приехать. Хотела на галушки отделить, а сейчас что-нибудь, не знаю, или мясо с подливкой, либо с вермишелью. Исхан купил помидоры, огурцы. А что, розовый сятер, помидор? Розовый, ешь, моелся. Вот. И сейчас займусь мясом. Вот такая система у меня жарится. Мясо с луком. Ну, тут я немножко косточек, пускай вкусно. Это сейчас прожарила мясо. Смотрите, бульон я слила. Это потом залью, это настоящий бульон. Теперь сейчас это все пережарится, чуть-чуть лучок. Добавлю морковку сюда. Вот. Потом морковка, когда пережарится, крупновато порежу картошку сюда. И залью вот этим бульоном и еще кипятком. И будет такое, как, знаете, как чорпа. Вкусное такое, со специями. Здесь я американские специи добавила. Еще добавлю там разные. В общем, будет очень-очень-очень вкусно. Очень. Это проверенное блюдо у меня. Коронное. Вроде бы, знаете, на скорую руку. Но как вкусно получается. Свежайшее мяско. Вкусное. Просто заморачиваться не надо. Американские приправы с ними вообще для мяса. Очень вкусные. Я их уже поклала сюда. Лучок, все. И другие приправки. Сейчас это все хорошо прожарится. Морковочка. Морковка прожарится, потом крупно еще раз картошку и заливаю это все, и оно томится, в конце лавровый листик, чуть чесночка. Это что-то. Посуда у меня ОМС, я пользуюсь ОМС посудой. В таком крупном виде морковка. Сейчас это все прожарится. Эта кисточкой мне нравится пользоваться, она и бока хорошо очищает. Она не для этого, но я ее использую. У меня две, я одну использую для этого. Во-первых, в ней не пригорает, ну не царапаешь саму посуду. Во-вторых, вот это вот очищается хорошо. Вот эти, знаете, чтобы не пригорало, да, капитан, чтобы потом мыть было легче. И тем временем она ее не царапает. Вот так вот крупно морковочку. И вот у нас такой соус вкусный очень в сковородке. Прям все здесь жарится, не надо ничего отдельно. Все пережарится, заливаем своим родным бульоном. В конце лучок зеленый, перышки. И будет у нас очень вкусный соус. Все, пускай теперь томится медленно. У нас не кулинарный канал, но мы для себя готовим такую вкусняшку. Ну вот так вот. Засыпала я картошку. Крупно порезала ее. Заливаем бульоном, который мы... Мясо у нас сварилось. И чуть-чуть чайника кипяток. Все. И вкус у нас тут со специями, это все варится. И будет такое, как соус. Очень-очень вкусно. В конце зелень, лавровый лист. Вот так вот получилось. Все, соус готов наш. Можно сказать, сейчас еще прокипит чуть-чуть. И все. И будет очень вкусно.
Итак, Анжел. Итак, мы приветствуем на канале «Голос». Итак, дорогие зрители, дамы и господа, сегодня на Первом канале мы приветствуем звезду чеченской эстрады Лулуеву Софию. Похлопали все. Давайте поприветствуем нашу певицу бурными аплодисментами. Ура! Ура! Просим, София Лулуева, спой нам, пожалуйста. Спой, Светик, не стыдись. Нужно как сказать, здравствуйте, зрители. Здравствуйте, зрители. Ну, ты сейчас скажи, как тебя зовут, все расскажи. Меня зовут София. Угу. А скажите, пожалуйста, София, откуда вы к нам приехали? Откуда? Да. Мы приехали от Грозного. А, вы представляете город Грозный, правильно я поняла? Ага. Говори микрофон только, микрофон говорит. Люди ж плохо тебя слышат. Плохо. Да. Скажите, пожалуйста, где вы проживаете? Где вы живете, София? Мы живем туда, Ведено. Ой, там, наверное, у вас очень красиво, да, я так поняла? Да. Там горки, качели. Угу. София, а скажите, пожалуйста, а какую вы песенку смогли бы сегодня нам спеть? А русалку. А ну-ка, давайте. Итак, песня называется «Про русалку». Дельфин и русалка. Дельфины к русалке плыли. Счастлив среди цветов разных. Вот это да, голос, да? Так, давайте там, кто там у нас, разные там, кто нам может предложить? Давайте все композиторы, все там, не знаю, рок-музыканты, не знаю, растет будущая звезда, голосище там, вы сами слышите, от души. Дельфины, кусаки, на мне все летели, а летели кофе. Дельфины, Ага. кусаки, все Ну стой, ты сейчас упадешь, звезда. дельфины, кусаки, все вместе летели, а летели. Ну все. Вы видите, пожалуйста, мы вручаем нашей... Стой там. Мы вручаем нашей певице цветы. Спасибо, похлопали. Ой, спасибо большое. Большое спасибо. София, ты будешь будущая звезда, это точно. Давай микрофон. Я сейчас поздравлю тебя. Друзья, эта маленькая звездочка приехала к нам сдалека, из горного селения Ведено. Давайте ее поприветствуем бурными аплодисментами. Ура! Я хочу сказать, помимо шуток, что у нее прекрасный голос. И она... Стой там, пожалуйста, ты упадешь. Все, я беру. Я хочу сказать, друзья, на самом деле, знаете, кроме шуток, у нее очень прекрасный голос. Я хочу сказать, что у нее прекрасный голос, и ей только 5 лет. И я думаю, мне не нужно оставлять это дело просто так, а именно заниматься ней там. Какие-то кружки. Возможно, у нас введено только танцевальный, она может научиться танцевать. А мне бы хотелось, чтобы она вот ездила, именно занималась, потому что у нее реально хороший голос, он прям звонкий. И хорошо она поет, и нравится, и главное, она умеет себя вести уже, она уже танцует где-то что-то, вот понимаете? София, а расскажите, пожалуйста, нам сказку про курочку Рябу, мы очень просим. А ляпу? Да, расскажите, пожалуйста. Бабушка. Давай, жила... Бабушка и дедушка. Ее была курочка ляпа. Жили бабушка и дедушка, его была курочка ляпа.
Коля, снесла курочка. Колюшка снесла яичко. Непростое? Листое, золотое, дедушка и сбил. Бабушка. Бабушка сбила и сбила. Говори. Не А трогай рукой. мужала вот так, упала яичко и сбилась. Дедушка плакала. Бабушка плакала. Бабушка плакала, а Колюшка сказала, это что даст яичко? Золотое, простое. Еще ведро яиц, да, даст? Так не надо делать. Пышное платье. А? Говори. Я буду Ну, работай. Эй, Я буду. говори. Люди, всем спасибо. Зрители, всем спасибо, надо сказать. Зрители. Зрители. Зрители, спасибо, что меня смотрите. Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на канал Киса. Киса Чечня. Всем спасибо. Всем спасибо. А что ты еще можешь сказать зрителям? Какие ты еще сможешь петь песни? Я уже могу песни. Можешь, да? Я могу одеть пышное платье. А, вы хотите одеть пышное платье и тогда спеть, правильно? Да. Ну ты скажи, зрители, всем спасибо. Зрители, всем спасибо. Пока. Девочки, ну еще хотела паузу. Девочки, пришла посылочка нам сегодня от компании Беру Оптом, да. Ну, в общем, вещей немного, всего буквально 4. Одна пижама, вот смотрите. Вот такая пижама заказала директору канала. А то он бедный у нас все заказывает, директору ничего. Вот такая вот пижама. На паузу поставь секунду. Вот такая вот пижама, девочки, для директора канала. Очень удобная. Знаете, прям такое качество очень хорошее. Мягкая такая, нигде ни нитки не висят, ничего. Прям вообще вещи классные, очень-очень красивые. Но, к сожалению, он не может встать в этом образе. Но вещи реально хорошие, девочки. Качество просто супер. Вот, посмотрите. Везде нигде ни нитки не висят, ничего. И прям такая, знаете, она легенькая такая, хорошая вообще, просто супер. Вот, эта пижама есть, да. Дальше вот такое платье. Ну, это летний вариант. Платье с капюшоном. Так, сейчас я это... Дальше, девочки, вот такое платье с капюшоном. Ну, конечно, одеть, показать было бы лучше, но сейчас я очень и очень и очень спешу. Очень. Так вот воротник. Оно очень красиво смотрится. Это мой 54 размер. Такое, оно как маечное, знаете, материя, чуть поближе. С капюшоном смотрится очень красиво. Я уже померила. Красота прям вообще красиво. Тут такие вот висюлечки вот эти висят. Ну, в общем, маечная материя совсем классно в эту погоду. То есть размеры у них есть разные. Этот сайт называется Беру Оптом. Тут смотрите, какой низ. Не как обычно, вот так вот. Видите? Вот так вот вверх сделано, вот так вот низ. Низ чуть длиннее. Красиво. Красиво смотрится, да. Девочка, еще вот такое платье тоже. Это 54 размер. Но я хочу сказать, оно как бы это... Больше мерит. Мне бы из этого фасона 52 подошло бы. Это вот, смотрите, фирма Натали. Натали. Да, фирма Натали. Вот. 54 размер. Но мне оно прям широкое. Прям, смотрите, здесь рукав такой красивый. Белый рукав. Тут вот такие надписи на рукаве. Мне очень нравится это платье. Да, Анжела сказала, чтобы ее размер я ей заказала. Платье очень красивое, посмотрите. Но мне нужен был размер 52. Анжела, тебе тогда, наверное, 46-й, да, нужно Какой был? 46-й, 40-й? 40-й? Да. Тебе Будет тогда... хайно вообще. Так я что, настолько... Конечно. От тебя это самая большая. Подожди, не уходи. Да, бокал я вкусила. Вот так вот, смотри, здесь вот есть вот разрез, девочки. Но я его отнесу, мне его зашьют на машинке, потому что я с разрезами не ношу вещи. Вот мне вот так зашьют, а так вообще классно. Красивое платье. И, конечно же, мне нужен был размер тогда 52.
Вот знаете, я ношу 54, мне 54 большеватый. Мне тогда нужно заказать 52. Вот заказала, оно на меня большое, понимаете? Но платье очень красиво тоже, все маечное. Реально очень хороший материал. Просто супер. Платья вот именно для моего вкуса. И также вот такая вот ночная сорочка. Здесь вот внизу с гипюром она такая красивая. Прям тоже Натали. Это 52 размер. Но она мне как раз подошла. Вот мне она как раз. Вот. Мне тогда нужно, или я схуднула, не знаю. Мне тогда нужно 52 заказывать себе. В общем, она, это 54, а вот это 52, видите? Все это маечное, очень красивое, не из дешевых, девочки. Пошито хорошо, все, знаете, не какое-то там тряпье. Очень красиво смотрится, когда одеваешь. И у меня этот проблемная кожа, там бывает кое-какая материя меня колет, давит, меня это раздражает. Прям хорошо, уже одевала, мерила, смотрела. Классно, и очень она красива. Вот здесь вот так вот сделана. Ну, в общем, хорошая такая сорочка. Очень красивая. И очень удобные платья вот эти вот. А посылка пришла вчера. Директор канала уже переночевал мне. Ему очень понравилось. Качество просто супер. Мягенькое. Хорошее. Еще раз буду заказывать другие какие-то расцветки. Я, девочки, ссылочку на их сайт оставлю в комментариях, в закреплении и в описании. У них там действуют большие скидки. Поэтому пишите, обращайтесь. Вещи очень хорошие. Сайт называется Беру оптом. Реально все хорошие вещи. Все, всем добра. До свидания. Ссылочки все будут в описании. Спасибо большое. Беру оптом. А что это за звезда у нас? Это что, звезда? Звезда уже без меня, пока я снимала Беру оптом, вошла в образ, одела платье и уже все, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой. Пожалуйста, принцесса. Так что все... Друзья, нам реально нужен хороший продюсер, который будет заниматься вот этой звездочкой. У нас прекрасный голос, и у нее прекрасные данные. Она сможет очень красиво петь. Вот посмотрите, она будущая чеченская звезда. У нее очень хороший голос, ей нравится это. Она такая творческая личность у нас, да, Софиш? Да. Итак, поприветствуем. Звезда. Поэтому мы ищем продюсера. Это ваша цветок. Спасибо большое. Софишка, что бы ты пожелала и какая у тебя мечта? Скажи, какая у тебя есть мечта вообще в твоей жизни? Я Теленок, я и София. Даже так, да? Я бы хотела, Теленок, чтобы ты сказала людям всем спасибо. Всем спасибо. Всем спасибо большое. Говори. Всем спасибо большое. Зрители, скажи. Зрители, всем большое, поставьте у меня лайки. Моя лайки. Да, и скажи, поддержите меня. Поддержите меня. Пишите комментарии, И поддержите. пишите комментарии. Ой, какая ты принцесса, да? Давай я вам песню спою. А ну-ка. Какой вы хотите? Ой, какая вы прекрасная принцесса. Принцесса. Зрители, ты будешь, поедешь на программу «Голос»? Ага, поняла. Ты там будешь песню петь, да? Ну, потанцуйте немножко нам. Как вы можете танцевать? Потанцуйте. Наедине, счастливы. Вместе дельфины, кусаки, все вместе, ледяные все. Все, пока. Всем спасибо. Всем спасибо большое. Ты поставьте у меня лайк.